Фантастический мир блокбастера «Пятый элемент» совсем скоро станет реальностью. Я очень жду этого, потому что у меня прям вот мечта застать момент, когда появятся все-таки летающие машины. Так вот, в Москве проводят испытания дрона-такси, способного доставлять пассажиров и грузы по воздуху. По словам разработчиков, беспилотник может летать на высоте 150 метров, на расстоянии до 100 километров, со скоростью 200 километров в час. Такси будущего умеет парковаться и маневрировать на стоянке, рассчитано на 2 пассажиров и способно поднять груз в 300 килограммов. Ну а самое главное, что услугу эту сможет позволить себе любой желающий. Это доступный для практически любого жителя вид транспорта. Дешевле, чем наземный Uber в 3 раза, потому что за 3 минуты летающая машина вас доставит туда, куда вы будете ехать на такси 40 минут. Поэтому машины продаваться не будут. Будет продаваться сервис. Человек через планшет, через приложение, через смартфон заказывает себе дрон-такси, садится в него, и дрон отвозит его в то место, куда ему нужно. Поэтому не нужен ни экипаж, ни обучение пилотов, ничего этого нет. Машина полностью экологичная, без использования топлива. Поэтому цена будет очень хорошая, очень приятная. И надеюсь, что таким образом мы разгрузим все наземные магистрали. Испытания дрона-такси проводит компания-участник Московского инновационного кластера. Пока что беспилотник отрабатывает точность виражей на малой спортивной арене Лужников. Предполагается, что общедоступным сервис станет через 2-4 года. Непонятно только пока, что с погодой, да? Потому что если так вот сидеть, можно, мне кажется, и промочиться немножко. Да, холодно, конечно, будет, если, например, зимой такие путешествия устраивать. Но меня все-таки больше интересует стоимость, сколько это будет стоить. Я боюсь, что мы с тобой это себе позволить не сможем. Ну нет, сказали же, что как Uber практически. Да.